здоровья, расшатать нервы и потерять уверенность в себе, проводя всю жизнь в рабской зависимости, живя со зловонным дыханием и пожелтевшими зубами. Это-то должно вас беспокоить. В этот момент, особенно если дело касается молодых курильщиков, становится очевидным, что они никогда не рассматривали курение с точки зрения пожизненных расходов. Большинству курильщиков достаточно знать цену одной пачки сигарет. Время от времени мы подсчитываем, сколько тратим в неделю, и тогда эта сумма нас слегка двигается. Очень редко, и только когда подумываем перестать курить, мы прикидываем, сколько тратим на сигареты в год, и эта цифра нас пугает. А уж траты за целую жизнь просто ужасают. Однако, поскольку это спор, убежденный курильщик ответит: это мне по карману, ведь я трачу эти деньги за целую неделю. Он словно сам себя убеждает. Тогда я продолжаю. И я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Вы платите мне сейчас 1000 фунтов, а я обеспечиваю вас бесплатными сигаретами до конца жизни. Если бы я предложил уступить закладную на 40 000 фунтов стерлингов за 1000, курильщик заставил бы меня поставить подпись на клочке бумаги, не дать мне сойти с места. Однако еще ни один заядлый курильщик не принял мое предложение. Собственно, почему? Часто именно в этот момент в ходе моих консультаций курильщик восклицает: послушайте, но меня действительно не волнует денежная сторона курения. Если вы задумаетесь над этими словами, спросите себя: а почему это вас не волнует? Почему во всех остальных жизненных ситуациях вы чего только не делаете, чтобы сэкономить несколько фунтов, а на то, чтобы отравлять самого себя, тратить 1000 фунтов, и это вас не волнует? Ответ на все эти вопросы простой. Любое другое решение вашей жизни – это результат аналитического процесса взвешивания всех «за» и «против», то есть результат логических умозаключений. Когда же курильщик взвешивает все «за» и «против» курения, он всякий раз получает ответ: брось курить, болван. Поэтому-то все курильщики курят не потому, что они так хотят, и не потому, что они так решили, а в силу уверенности, что не смогут бросить. В результате они сами себе промывают мозги и вынуждены зарывать голову в песок. Не странно ли, что курильщики заключают между собой пари, например, такое: первый, кто сдастся, платит всем остальным по 50 фунтов. Создается впечатление, что 1000 фунтов стерлингов, которые они могут сэкономить, действительно совершенно не волнуют их. Это потому, что они все еще думают хорошо обработанными мозгами курильщиков. Стряхните на минутку перед глаз. Курение – цепная реакция. И эта цепочка длиной в жизнь. Если вы не разорвете ее, то останетесь курильщиком на всю оставшуюся жизнь. Теперь посчитайте, сколько, по-вашему, вы потратите на курение за оставшуюся часть жизни. Сумма, конечно же, будет значительно варьироваться в зависимости от человека, но для цели данного упражнения давайте примем ее равной 10 000 фунтов стерлингов. Вскоре вам предстоит принять решение, выкурить свою последнюю сигарету. И еще не сейчас, пожалуйста, вспомните исходное указание. Все, что вы должны сделать, чтобы остаться некурящим, это не попасть в ту же ловушку снова, то есть не закуривать самую первую сигарету. Если вы закурите ее, то одна эта сигарета обойдется вам в 10 000 фунтов стерлингов. Если вы считаете, что все это не более чем попытка ловко вывернуть проблему под определенным углом, значит, вы все еще дурачите самого себя. Потрудитесь подсчитать, сколько вы сэкономили денег, если бы не выкурили свою первую сигарету. Если этот довод не кажется вам веским, спросите себя, что бы вы чувствовали, если бы завтра на ковре обнаружили чек на сумму 10 000 фунтов. Вы же будете танцевать от восторга. Ну так и танцуйте уже. Вы вот-вот начнете получать этот выигрыш. Это лишь одно из чудесных преимуществ, которые вы вскоре обретете. В течение периода привыкания вас может выкурить лишь одну последнюю сигарету. Уверен, вы сможете устоять перед искушением, если напомните себе, что она будет стоить вам 10 000 фунтов. Или сколько там она будет стоить. Я делал это предложение в телевизионных и радиопрограммах в течение многих лет, и до сих пор я не могу понять, почему ни один заядлый курильщик не принял моего предложения. В моем гольф-клубе есть игроки, которых я поддразниваю каждый раз, когда слышу, что они жалуются на повышение цен на табак. Правда, боюсь, что если я буду слишком сильно давить, один из них примет мое предложение, и тогда мне придется потратить на него целое состояние. Если вы находитесь в компании счастливых, веселых курильщиков, утверждающих, что курение приносит им огромное удовольствие, расскажите им, что знаете идиота, взявшегося снабжать их бесплатными сигаретами до конца жизни. Если они заплатят ту сумму, которую тратят на курение в год, может быть, вам удастся найти кого-нибудь, кто примет мое предложение? Глава 17. Здоровье. Вот та область, в которой промывание мозгов достигает своего апогея. Курильщики считают, что знают все,
совершенно не волнует. Но что же курильщик получает взамен? Другой распространенный миф о курении – кашель курильщика. Многие молодые люди, пришедшие ко мне на прием, не волнуются о своем здоровье, поскольку не кашляют.